Эти 500 уже полноценных бойцов, среди которых и 19 девушек, стали первопроходцами возобновленной армии призывников. Воинский призыв в Литве решили вернуть почти сразу после начала конфликта на востоке Украины. Литовские власти никогда не скрывали мотивы. Усиление боеспособности вызвано исключительно опасениями прямого нападения на Литву России. Я рада, что вы перенесли все испытания и стали настоящими воинами, которыми мы гордимся. Только тогда, когда у военных есть мотивация, когда они знают, что значит любить Родину и жертвовать собой ради нее, тогда враг знает, что сюда лучше с недружественными намерениями не идти. А друзей мы всегда ждем. Уклонистов нет. Как и в прошлом году, все квоты занимают добровольцы. Уже сейчас у нас 3350 добровольцев, а в этом году мы планировали призвать порядка 3500 человек. Так что мы опять наблюдаем тот же энтузиазм, то же доверие к государству и армии, то же патриотическое желание людей защищать страну. Впрочем, возврат призыва, увеличение расходов на оборону до 2% от ВВП – это скорее символические шаги. Основные надежды на саммит НАТО в Варшаве, который состоится в начале июля. Литва просит о размещении постоянных сил НАТО. Принцип ротации уже не устраивает. Начать просят с дислокации хотя бы батальона. Разумеется, один батальон не способен защитить Литву или любую другую страну. Мы создали целую систему, и все идет складно с приближением саммита в Варшаве. В Литве, как и в Латвии и Эстонии, увеличивается число морских, воздушных и наземных сил союзников. Цель этих военных штабов НАТО — гарантировать безопасность, а не имитировать ее. Литовские политики уверены, что это не пустые страхи, а Россия обязательно испытает НАТО на прочность, и именно в странах Балтии. Россияне думают, что НАТО слабое, что НАТО не сможет принять политических решений тогда, когда будет нужно. Поэтому наверняка в первую очередь они протестируют возможности НАТО на более уязвимых территориях, может, даже задействовав ядерное оружие, которого у них так много. Уже сегодня во всех странах Балтии стартуют крупнейшие военные учения в этом году Saber Strike, в которых задействовано более 10 тысяч солдат из 12 стран-членов НАТО. Денис Тарасенко, «Настоящее время», Литва, Вильнюс.